В живописном селе Кокташ Карасу-Базарского района прошла встреча односельчан Койдешлер Курышева. Здесь встретились уроженцы села, их дети и внуки. Встречу по традиции начали с молебна. До депортации в селе Кокташ проживало более 80 семей, преимущественно крымские татары. Местные жители занимались сельским хозяйством, выращивали табак. Фатиме Хартана было 3 года, когда ее семью выслали из родного дома. Кокташ для нее место силы. Фатиме Хартана, селям алейкум. Алейкум селям, қош келдіңіз Кокташқа. Бұл сіздің doğma koyunuz. Менің doğma koyum. 41-ci senesi doğulğanmam. Evvelleri Kırım Tatarlar Koktаш koyunda neni uğraşaydılar? Мен babam Koktaş koyu, ondan sonra ortalan, земляничный. И yolunu uyağında Yelenovka деген koy. Şu 2-3 koyda лесник еді. Лесник болып çalışқан babam. Neleri, ақайлары бақшада алма, армұт, жия екендер. Ondan sonra o şeyler bitken son tereklerini обработать etip, keregini kesip, keregini kumıp, su kurmasın diye şay etip kara ekenler. Apaylar tutun özdürerler, tutun kırarlar, tutun da tüzeler. İnemen yip da asıp salıp kuruta kendiler. Сане Бета 90 лет. На встречу односельчан она принесла Коран, который в депортации ее мама спасла от огня. Он вместе с ними пережил ссылку и вернулся в Крым. Bir soldat geldi. 10 dakika vakit var. Ciştirin dedi. Anam ne yapacak ola bilmeyeyim. Anam ağlay. Bizi endi çıkarıp koyun ortasına atacaklar deyip. Bir şey alganımız yok. Koktaş'ın bana kayda Sovyet yanına topladılar. Anam Kur'an'ını unutkan almağa alıp otka atkanlar. Otka taşlaganlar. Sonra onu anam varıp alıp bana tıkıp bütün yerin Kur'an'ını ben son ucum aldım. Bana anamdan kalgan Kur'an bu. В селе Кокташ до депортации была крымско-татарская школа и мечеть, датируемая 1895 годом. В этой мечети дедушка Мивы Ибадлаевой был имамом. Bu camide bana Bukhar babam mollalık yapkan. Bukhar baba. Kim edi adı? Yakup. 2 tane Yakup var eken Koktaş'ta. Kaysı Yakup deyip sorasalar Dülber Yakup diyekenler. Sizin karbabanız. Bukhar babam Dülber. Ben ona oşayman eken. Maşallah. Meva Beta, mına Koktашқа келсеңіз не duyasыз? Nasıl duygularını hissediyorsunuz? Duygular nesin? Yüreğim osiye. Bir kandaydır kıvanç. Ben ağlarım deyip korkam da balam. Мива Бета все-таки заплакала. Она вошла в дом, в котором родилась. Ей было 4 года, когда в мае 1944 года она вынуждена была покинуть эти родные стены. Несколько месяцев назад племянник Мива Хартана сделал настоящий сюрприз. Он выкупил дом своих предков. Это цена для крымских татар в целом, да, то есть мы вернулись для чего? Для того, чтобы как бы жить на своей родине, да, и, соответственно, дом Харбабая, ну, когда я его покупал, очень многие, ты что делаешь, где ты покупаешь и что ты покупаешь. Я говорю, ну, это не надо понимать, это надо сделать. Поэтому, как бы, ну, понятно, что он старенький, но он построен моими родственниками, которых уже нету. Ну, чувство не передать, потому что, как бы, когда Бетайка какая-то плачет, и она плачет не просто так, она что-то вспоминает, он до сих пор, у нее, как говорю, голос со слезами, как говорится, переполняет чувства, альхамдулилля, разного плана. Из-под шапки густого леса, подобно верхушке айсберга, возвышается гора Кокташ, от которой, судя по всему, и произошло название села. Но о происхождении названия бытуют разные мнения. Güneş havasının nesinde mana şu bulutlu havası, güneş havada imine kok olup görünüyor eken onu. Onun için onun adından son koyuna adı koyulgan eken Koktaş. O kok taş. Nesi kok ona? Kok небо. Öyle de. Небесный,
камень демек ма білмем. Встреча односельчан – место памяти для молодого поколения. Для потомков уроженцев Кокташа важно хранить память и продолжать традиции. Менің анам Кокташлы койы. Бұнда доғма, біз балалар келіп шықтық. Бұл койге севініп келеміз. Анам бізді қуандыра, яшылығы бұнда кечті. Бұл біздің ветанымыз, біздің милетіміз бұнда яшай. Пек қуанамыз. Баяғы япылды жәмилер. Құтын ерде дағылы пек дүлбер койчық. Бұл койде Мерием Питам, Юнус Қарпабам, Билал Юнусов бабам, олар доғылдылар. Сон анам Сайбе анам керіште доғылды, но жеңг башлағандан сон бұнда келділер. Біздің евімізде яшылықта тек Кокташ лафлары ештедім, Кокташ койы үшін. И мен яш болғанда мен беледім, Қырым, бүтін Қырым Кокташ деп. Onun için o kadar laflar aytaydılar, nasıl yaşaydılar, nasıl evler var edi, nasıl havası nasıl edi. Bek meraklıydı. Men bu koyga kelip evge kelgende bolaman işte. Koktaş koyuna kesem eger yüreğim taşar, kuvanaman. Bu koy menin doğma babam koyu. Babam Fetta oğlu Alim. Bu koyda doğan, o'sgan. O'zbekistonda surgundikda ek kishi to'plashsa Koktashni lafi bo'laydi. Qayerda teregi bor, qayerda tashi bor. O baqchaların bayligi, cho'qraqlarin aqqan suvlarin, lezzetli suvlarini aytaydilar, cheshmalarini aytaydilar. Ular uchun bek qiymat edi. Men bilsam bizga de bu ko'y bek qiymat. Mana bugun bek quvonch kunimiz. Kelib bunda ko'ydashlar bilan ko'rishib, quvonib, babamların yurgan soqaqlarında yurib, babamların аңып, дуалар yapıp келгенімізге бек қуанышымыз. Какая встреча односельчан без ароматного плова, вкусных угощений и веселых танцев? Койдышлер Курышевы в селе Кокташ прошла душевно и радостно. Теперь в этом селе такие встречи станут традиционными. Каждое второе воскресенье сентября здесь будут собираться уроженцы Кокташа и их дети.